Все больше библиотек в Коми переживают обновление. Целых 3 учреждения, обустроенных по модельному стандарту, заработали практически в одно время в Сыктывкаре, Эжве и Карткиросе. Привычные книгохранилища превратились в многофункциональные центры. Каждый из них оснащен всевозможным образовательным и развлекательным оборудованием. Виктория Денисова одной из первых оценила их возможности. Филиал библиотеки номер 9 в Сыктывкаре заметно преобразился. В этом году здесь затеяли масштабную реконструкцию. В результате книгохранилище такое привычное и, что уж говорить, навевающее скуку на подрастающее поколение, преобразилось капитально. Теперь это многофункциональный культурный центр. Помимо обновленного читального зала, здесь появились зоны для коворкинга и мастер-классов, творчества и рукоделия, отдыха и даже игр. Примечательна и обстановка. Мебель особая, по модельному стандарту. Из рабочего стола стол-трансформер легким движением превращается в журнальный столик. Со дня своего основания библиотека работает в краеведческом направлении. Отсюда и особенности оформления. Познакомиться с героями национального фольклора теперь можно, пройдя по тропе Коми легенд. Здесь и Пера-богатырь, и Баба Йома. Сам же интерьер спроектировали в цветах флага Коми. Ну и куда же без традиционного орнамента. Каждый уголок библиотеки несет знак этого направления. Ну вот, в частности, вы можете здесь видеть уже небольшой такой элемент. Это пасы Стефановой древней азбуки Анбор, которые фактически библиотека вся усыпана ими. И я думаю, это тоже будет такое знаковое в оформлении библиотеки. Преобразилась и библиотека в Эжве. Алый парус. Теперь это современный информационный и интеллектуально-досуговый центр. Одно из новшеств – игровые терминалы. Это своего рода компьютеры, в памяти которых находится до 300 игр. На любой вкус и цвет, как говорится. Помимо этого появились десятки настолок, да и книжный фонд пополнить не забыли. Сейчас мы с вами стоим около интерактивной панели. Она же и телевизор, она позволяет играть детям, там можно проходить и тесты определенные, и это можно сделать не одному человеку. Экран делится на 2 части, на 4 и даже на 6. Не забыли здесь о краеведении, модели исторических строений столицы Коми, книги о родной земле, ее флоре и фауне. Иными словами, все то, что поможет детям узнать больше о своей малой родине. Здесь же и карта региона. Любой желающий может собрать республику, что называется, по кусочкам. Городские округа и муниципальные районы. Это все снимается, это все магнитное. По подсчетам, за один только прошлый год Алый парус посетили около 30 тысяч человек. Это, к слову, половина населения Эжвы. И в основном это именно дети. Стало быть, после модернизации этот показатель еще увеличится. Ведь теперь это не просто библиотека, а место притяжения. Не секрет, да, что сейчас не такой интерес вызывают книги у детей, как, допустим, в нашем детстве. Поэтому посмотрите, как у нас работники библиотеки создают специально такие условия для того, чтобы вовлечь ребенка все равно в процесс чтения. 2000 книг, новая мебель и оборудование пополнили и библиотеку в Карткиросе. Здесь же основали целый кружок робототехники. Для ребят, интересующихся компьютерами, будут проводить занятия по программированию. Мультстудия и рисование, театральный клуб и школа классического чтения и скорочтения, кружки по шахматам и шашкам и многое другое теперь доступно и жителям села. В 2018 году, в Год культуры, мы утвердили стратегическую карту развития библиотечной сети. С прошлого года мы это утвердили в качестве уже такой библиотечной реформы и начали постепенно двигаться к тому, чтобы все общедоступные публичные библиотеки, которые продолжат свою работу после 2030 года, были приведены в такой модельный стандарт. 300 учреждений по всей республике подвести к модельному стандарту. Такую задачу поставил перед собой Минкульт Коми. В прошлом году модернизировали 11 библиотек, в этом 15. В дальнейшем темпы сбавлять не планируют. Виктория Денисова, Олег Костромин, телеканал Юрган.